Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 24 сентября 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Девятка бубновая выпадает как карта дня. Что будет помогать, что будет мешать. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы, здоровье, итог дня. Итак, у нас выпадает девятка бубновая. Хорошее время для того, чтобы заканчивать какие-то начатые дела. Хорошее время для того, чтобы, может быть, даже разрывать отношения с людьми, которые на нас плохо влияют, которые разрушающе на нас влияют. Это, в общем, карта, когда мы не терпим тех, кто забирает наши силы, энергию, кто забирает нашу радость жизни и так далее. Да? Это вот если говорить об общении с людьми. Если говорить о работе, то это завершение какого-то важного проекта, это получение разрешения, которого вы долгое время добивались, которое очень важно для вас. Это оформление какого-то важного документа, например, паспорта, доверенности какой-то важной. В общем, карты, которые говорят о том, что сегодня день, который меняет нашу жизнь. Это может быть в плане отношений меняться, это может быть в плане бумаг, документов, работы, в плане денег в том числе. Кстати, по этой карте очень часто одобряют кредиты, ипотеки. Или, может быть, по этой карте очень часто находит человек то, что потерял долгое время. По этой карте приходят крупные суммы денег от семьи, допустим, в качестве какого-то дара. Здесь могут быть какие-то завещания. Мы можем закрыть долги какие-то сегодня. В общем, день очень серьезной какой-то ситуации, которая нашу жизнь меняет. Также по этой карте очень часто происходит столкновение с полицией, с какими-то органами правопорядка, да, или, может быть, сегодня какая-то ситуация будет с какими-то людьми, которые на вас давят, да, или требуют от вас чего-то. Может быть, это даже и неплохо, да, но дело в том, что здесь ситуация такая, что вы не можете никак ничего поменять. Вот как вам скажут, так и приходится делать. То есть это либо закон, либо это люди, которым вы что-то должны, да, или это люди, которые имеют какую-то власть. Да, вот может быть, как в какие-то рамки мы сегодня можем быть поставлены, да, и может быть даже кому-то придется действительно сегодня обращаться в полицию, в МЧС, может быть даже в пожарную звонить, да, какие-то вот критические ситуации вполне возможны сегодня. Поэтому нужно быть особенно осторожными сегодня с огнем, с электричеством, не ввязываться в конфликты с людьми, которые явно сильнее нас, да, и, лучше, конечно, сегодня не участвовать ни в каких беспорядках, особенно то, что связано с законом, да, против закона выступать, в общем, все вот в этом роде. Довольно-таки такой серьезный день. Может на каком-то низком уровне проиграться, может на масштабном, но в любом случае тут изменения в жизни он дает. Что будет помогать? Шестерка пиковая. Шестерка пиковая – это карта государства, это карта государственных учреждений, властей, чиновников, да, это карта законов, когда мы вот все делаем по закону, нам ничего не грозит. То есть наоборот, мы обретаем поддержку, у нас улучшение происходит, да, когда вот у нас все без нарушений. Либо когда мы привлекаем тех людей, которые вот за этот закон и порядок отвечают. Если же мы вот по семерке червовой слишком много говорим лишнего, да, то есть язык мой, враг мой, или, может быть, мы распускаем какие-то слухи, да, или, может быть, какую-то информацию, которую, нужно было удержать, мы ее все-таки передаем, да, вот здесь могут быть проблемы.
Также карта говорит о том, что сегодня не стоит быть слишком поверхностным, не стоит легко относиться слишком к тому, что происходит, потому что это может иметь последствия. То есть мы можем отмахнуться от какой-то бумаги, которая пришла, допустим, нам ну, из суда, допустим, да, или может быть какой-то звонок, когда мы вот, допустим, что-то должны, да, какой-то у нас долг образовался, а мы просто проигнорировали. Вот этого нельзя делать, нужно обязательно решать все вовремя. Не нужно уходить просто от ответственности, от ответа, просто делать вид, что ничего не происходит, это все вредно. Отношения. Те, кто в поиске отношений, десятка пиковая, это карта перемен. Если вы едете в отпуск, если у вас перемены в работе, в окружении, то вы можете там встретить человека. Либо это человек приезжий какой-то, человек, который как-то свою, может быть, жизнь поменял только что, да, вот он может встретиться, и у вас здесь могут быть отношения. Для тех, кто в паре, семерка бубновая, карта говорит о том, что здесь у вас могут быть вполне ситуации, которые связаны с, опять же, злыми языками, скажем так, вмешательством других людей в нашу жизнь. Но это не физическое вмешательство, а вот именно сплетни, это какие-то злые слова, да, это может быть, когда мы сравниваем своего партнера с своими там друзьями, подругами или еще с какими-то людьми, или когда вмешиваются друзья-подруги, да, когда мы распространяемся о том, что между нами происходит другим людям. Вот это все проблема может быть, этого, конечно, делать не нужно. Может быть, кстати, ситуация, что один из партнеров захочет, допустим, продолжить обучение, да, или будет сдавать экзамены, кто-то, может быть, будет диплом получать, или еще какие-то вот бумаги, связанные с обучением, оформлять. И здесь вот, может быть, вы будете обсуждать эту ситуацию. Может быть, сегодня вы вместе отправляетесь на какую-то распродажу, на какие-то закупки такие, когда мы сразу много всего покупаем, да, вот, может быть, вдвоем будете этим заниматься. Может быть, кстати, вот по этой карте неплохо было бы, чтобы вот не проигралось ничего отрицательного, неплохо сегодня было бы пойти в кафе вечером вдвоем, посидеть, пообщаться, приятно поговорить, ну, либо дома вечером, да, устроить такой ужин теплый, не просто покушать важно, да, а именно пообщаться по душам. Это очень полезно сегодня. Что будет ждать тех, кто в ссоре? Валет трефовый, ну, здесь может быть прям очень серьезный какой-то спор, крик, скандал. Лучше не мириться сегодня. Лучше бы вообще сегодня, чтобы каждый занялся своими делами, отложить выяснение отношений, чтобы не было хуже. Для работы, те, кто в поиске работы, дама пиковая, замечательное время для того, чтобы находить новую работу и полностью менять свою жизнь. И можно использовать влияние людей, которые работают в каких-то государственных структурах, да, или самим устраиваться на государственную службу, тоже очень хорошо. Особенно влияние женщин, да, здесь очень полезно будет. Для тех, кто работает, выпадает карта шут. Вот сегодня на работе могут быть непредсказуемые ситуации, которые могут меняться вообще просто молниеносно, да. Может быть, будет сегодня тут какой-то скандал и крик, да, может быть, в коллективе что-то не поделите, может быть, партнер, ой, не партнер, клиент, допустим, которого вы обслуживаете, допустим, может на вас накричать или еще что-то такое. Может быть ситуация, когда кто-то из коллектива не хочет брать на себя ответственность, да, допустим, на вас все свалит, или вы, наоборот, не хотите отвечать за какой-то свой поступок необдуманный, да. Ну, в общем, здесь вот ситуации довольно-таки сложные могут быть. Самое лучшее, что тут может проиграться по этой карте, это какая-то командировка неожиданная, тогда здесь вот все хорошо. Либо назначение на должность, на новую, которая вот, ну, не предполагалась вами раньше, да, вот это тоже хорошо может быть. Дальше, еще может быть какая-то серьезная ошибка, которая может за собой повлечь наказание административное.
А те, кто занимаются своим делом, восьмерка трефовая, сегодня действительно придется решать какие-то вопросы либо с чиновниками, либо с какими-то государственными учреждениями, с законом, может быть, да. Но здесь вот самое главное, чтобы все было по закону, тогда ничего плохого нет. Наоборот, здесь могут какие-то быть проекты вместе с администрацией, допустим, да. Это может быть какой-то заказ от городской администрации или еще что-то такое может быть. Либо здесь вы занимаетесь оформлением какого-то направления своего бизнеса, сдаете бумаги в налоговую, может быть, отчитываетесь или еще что-то такое, либо проверка может быть от налоговой или от полиции или еще от кого-то, да. Это вот как такие вот напряженные ситуации. Может быть и все намного лучше. Может быть вы сегодня как раз заключите важный контракт, подпишете важную сделку, получите большое количество денежек, допустим, особенно если вы планировали давно вот то, что сегодня вы будете заканчивать. Но также могут быть и задержки, препятствия, вот как раз связанные с законом, да, и здесь желательно не действовать напрямую, не отказываться от того, что вы начали, а просто попробовать с другой стороны зайти. Финансы. Девятка трефовая для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что здесь вот все, что заработали, то получили. Очень много работы было, соответственная зарплата. В принципе, здесь вот по зарплате вас не должны обижать. Может быть даже какая-то надбавка за переработку, за какую-то должность, может быть дополнительные проценты. Или, может быть, будете тратить деньги на дополнительное образование. Или, может быть, ваша организация, в которой вы работаете, заплатит за вас, вот, чтобы вы получили дополнительное образование. Но нужно опасаться все-таки каких-то обманов по деньгам. Может быть, даже те суммы, которые вам выплатили, они все равно как-то ошибочны, надо проверить. Теперь те, кто зарабатывает своим делом, туз бубновый, это карта денежная, это карта как раз получения круглой суммы денег, возможно, как раз и вот про что мы говорили, да, это какая-то сделка и вот оплата за нее. А также может быть вот по этой карте мы платим какие-то деньги должностным лицам, да, может быть, допустим, мы денег много получаем, что-то заплатили, и нам осталось достаточно, но не слишком много. А теперь здоровье. Здоровье восьмерка бубновая. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, вот в конце дня такая вот ситуация, когда нам будет хотеться, может быть, побыть в одиночестве, подумать хорошенечко о том, что происходит, проанализировать что-то. Или в конце дня могут решаться какие-то самые важные вопросы. Особенно если вы были в каком-то тупике, что-то не получалось, да, и вот прям в конце дня вдруг начинает все само собой получаться, вести начинает. Вы какие-то бумаги нужные подписываете, получаете нужную информацию, деньги, разрешения и прочее, прочее. Вот как-то все сразу начинает само как будто бы открываться, да, для вас. И так, это я говорила сейчас по итогу дня. Надо же было про здоровье, да, сказать. Ну, значит, это не зря. Пусть, значит, у нас будет вторая карта по здоровью. Дама трефовая. Карта говорит о том, что ваше здоровье зависит от вас же самих. То есть здоровьем нужно заниматься, нужно уделять ему время. И нужно движение, и нужно обязательно, знаете, эмоции нужны вам. Вот, может быть, есть излишние эмоции, тогда они разрушают здоровье. И нужно этим тоже, ну, как бы этому уделять внимание, да, чтобы уменьшить их количество. Если же вам не хватает эмоций, то это тоже может плохо сказываться на здоровье, поэтому вот все-таки нужно создавать себе вот такую гармонию, чтобы и были эмоции, их было не слишком много, чтобы мы правильно жили, правильно питались, чтобы с людьми с нужными общались, потому что некоторые люди могут забирать нашу энергию здесь.
И мы сами тоже сегодня, вот если мы в уставшем каком-то состоянии, мы можем забирать энергию у других людей. Поэтому нужно вовремя отдыхать, чтобы вот не быть таким вот энергетическим вампиром сегодня. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. День довольно-таки напряженный. Пусть все будет хорошо. Всего вам доброго. До свидания.